Здравствуйте, мои дорогие, любимые, с вами снова канал Элайф. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему 3 вопроса из вашего подсознания и ответы на них. Обычно я ее делаю на школе Таро, но здесь тоже, конечно же, хочу, чтобы такой контент был обязательно. Итак, я напоминаю, какое правило этого расклада. Мы с вами будем делать 3 позиции. И в каждой из 3 позиций будет 3 вопроса из вашего подсознания. Я буду размешивать вопросы и просто доставать наугад. Это не значит, что вы задаете вопросы. Задает вопросы Вселенная, так скажем, потому что мы наугад вытаскиваем вопросы. Мы вытаскивать также будем подсказки и карты Таро. Первая карта Таро будет обозначать, в каком аркане вы сейчас живете. Итак, давайте немножечко отодвинем сначала в сторону эти колоды. И сначала будем выкладывать 3 карты из колоды Таро «Дом с привидениями». В каком аркане вы живете, где вы находитесь, да? А потом, естественно, вы выберете свою позицию или можете посмотреть все позиции в этом раскладе. Это совершенно не возбраняется, потому что вопросы повторяться не будут. И 3 вопроса из вашего подсознания и ответы. Первая, вторая, третья. Так, надо, чтобы было ровно. Обозначать я их буду интересными камнями. Первый — это у нас вот такой вот замечательный тигровый глаз, черепаха. Второй у нас будет вот такое вот яблоко из полосатого оникса. Давно вы его у меня не видели в раскладах. И третий камушек — это будет лабрадорит в виде сердечка. Вот такой вот красивейший камень. Итак, первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции, остальные пока отставляем в сторону. И у нас тема гадания онлайн на Таро и оракулах. 3 вопроса из вашего подсознания, которые задает Вселенная, да, и ответы на них. Итак, наша черепаха. Знаете, да, что тигровый глаз — это камень Шивы. Вот сюда ставим. В каком аркане вы сейчас живете? Но мы здесь видим замечательный аркан 8 пентаклей. Показывает, что вы гармоничны со Вселенной. Вы находитесь в пентакле, в пентаграмме, которая привлекает деньги, которая привлекает богатство, которая хочет привлечь к вам процветание, да? Сразу же хочу предупредить ваши замечания. Вы находитесь лицом к главному кончику звезды, да, а не к вот этим 2, поэтому нормально нарисована пентаграмма. Она вот так нарисована, она правильно нарисована. То есть это привлечение светлых сил на свою сторону, а также денежной энергии. Соответственно, ни о чем вам тут беспокоиться, если что, вдруг начали беспокойство свое. Итак, смотрите, это по сути работа ведьмы. Может быть, вы и правда ведьма или какой-нибудь маг, а может быть просто ваша работа. То есть человек, который хочет работать и привлечь на свою сторону денежную энергию в этой жизни. По сути, все, что вы делаете в материальном мире, это результат вашей личной энергии, ну, либо вашей личной магии. Соответственно, вы стремитесь сейчас в жизни развиваться и делать все возможное для себя. Ну, прежде чем, может быть, и сделать что-то хорошее для других, правда? Соответственно, вы знаете, что ваша жизнь — это ваш опыт, ваша история, и вы стараетесь создать вокруг себя что-то очень хорошее, чтобы быть полезными Вселенной, может быть, иметь чувство собственного достоинства, иметь достаток. Иметь какой-то вес в обществе, может быть, да, какой-то социальный вес, и самореализоваться. Это очень важно. Я считаю, что личность вы сейчас гармоничная, цельная и привлекаете удачу на свою сторону. Хорошо, давайте посмотрим 3 вопроса из вашего подсознания. Размешаем наши вопросы. Размешаем вопросы. И вытащим наугад 3 вопроса Вселенная, какие хочет, чтобы вы задали даже, ну, сами себе, да, получается, сами себе. Итак, наши 3 вопроса. 2 я пока откладываю в сторону, а 1 вопрос, первый, мы сейчас будем задавать. Что вызывает дискомфорт?
Ну и действительно, мы же видим здесь прекрасную личность, которая хочет зарабатывать, которая хочет жить нормально, которая хочет творить, у которой, там, допустим, в принципе уже налажены отношения с энергией изобилия. Соответственно, что вызывает дискомфорт? Давайте доставать 3 подсказки. Что вызывает дискомфорт? И 3 подсказки. И потом карту Таро еще, да? Так, будущее. Привычка. Вот видите как? И ожидание. Вы знаете, что для того, чтобы будущее сформировалось, во-первых, нужно ждать. Это вызывает дискомфорт. Да? Дальше. Вы беспокоитесь о будущем. У вас есть страх будущего. У вас есть страх, чего вы дождетесь там в этом будущем, понимаете? И в этом самая большая проблема. Вышла карта императрицы. Она показывает, в будущем у вас все будет хорошо, вы всего добьетесь. Вы будете действительно процветать, вы дождетесь, так скажем, управляющего места или, может быть, своего трона, своей короны, своего богатства, своего дворца. Но при этом вам не надо бояться будущего и не надо бояться своего ожидания. Карты четко показали, что то, что вызывает у вас дискомфорт, не должно вызывать у вас дискомфорт, потому что вы должны это проработать. Вот смотрите, каждый человек, ну, шел к чему-то, может быть, через дебри, может быть, через тоже ожидание. Нужно было проявить терпение, чтобы чего-то достичь. Мы с сыном постоянно обсуждаем, там, допустим, как Наруто рисовали. Кто смотрел, знает, это манга, да, манга такая очень длинная манга. Потом выпустили аниме. И товарищ, который ее рисовал, он очень много потратил сил, энергии. День за днем он это делал, он был бедный, у него не было денег, он жил в очень маленькой каморке. Он даже себя потом нарисовал, как он жил в маленькой каморке и рисовал Наруто, понимаете? И вам это нужно осознать, что он потом добился самых невероятных высот. Это одна из самых просматриваемых аниме или читаемых в мире манги. И, естественно, я считаю, что достойно, потому что человек придумал, человек гениально все продумал. Поэтому вам просто нужно это себе вот прям взять на вооружение, что ничего не бывает вот так вот. И все, у тебя все есть. У кого-то бывает, но он все равно перед этим трудился, просто вам это невидимо. Вы не видите этого, вы не видите, как это происходит. Вы видите только результат. Вот как будто бы раз человек разбогател, но неправда это. Он все равно перед этим что-то делал годами. Поэтому вот вас зря вызывает дискомфорт, чувство ожидания вашего будущего. Не бойтесь вашего будущего, оно прекрасно по императрице. У вас все получится. Хорошо, смотрим следующие карты. Следующий наш вопрос, который у вас тут есть. Давайте откладывать. Следующий вопрос. В чем ваша боль? В чем моя боль, да? Вот вы задаете это из подсознания, у вас вопрос, в чем ваша боль? То есть вы прекрасный человек, вы всего хотите добиться, но у вас есть эта боль. В чем она? Не хочу. Урок. Не хочу урок. Границы. Вот видите как? Не хочу урок. Границы. В чем ваша боль? Вы считаете, что вы много каких уроков в жизни получили, а вам это совершенно уже не хочется, чтобы что-то отрабатывать, какие-то уроки отрабатывать, что-то такое вот получать, какие-то вот эти опыты. Ну не хотите вы и все, вам надоело отрабатывать. Вы хотите развиваться, вы хотите, чтобы все было хорошо у вас в жизни, а вовсе не каких-то отработок, правда? Вам плохо от этого, вы вставляете границы, чтобы у вас больше уроков не было. Мы здесь видим Шута. Шут — это девушка, которая бежит куда-то по побережью ночью. Она бежит, как будто бы она откуда-то сбежала, правда? Вы хотите сбежать от вашей кармы. У вас в этом боль. Вы считаете, что вы кармически очень нагружены. И вы считаете, что вот эта вся боль, которая у вас есть, она как раз-таки и родилась из того, что вы что-то отрабатывали. По сути, вы хотите сбежать в приключения. Вы считаете, что вообще вся жизнь, все путешествие в жизни – это приключение. И вы хотите начать новую жизнь, невинную жизнь, где у вас был бы потенциал, где у вас было бы начало, где вы стали бы открытым, где вы стали бы немного сумасшедшим или сумасшедшей.
Вы хотите нового, вы хотите иначе, вы хотите по-другому, вы только начинаете чувствовать эту жизнь хотя бы с той стороны, чтобы не страдать. Вот я это так вижу, именно только начинаете не страдать. И считайте, что вы еще как ребенок, потому что даже если вам 46 или 54, это ничего не значит, это просто вы до этого времени все это время отрабатывали. А сейчас начнется жизнь без отработки. То есть вы именно так это видите. И ваша боль именно в этом. Что не дай бог придется еще что-то отрабатывать. Вы этого боитесь. Хорошо. Смотрим следующий вопрос. Следующий вопрос. Какой урок преподнесла вам жизнь? Вот видите, у вас с уроками вообще проблемы тут, да, идут. Какой урок вам жизнь преподнесла? Давайте посмотрим. Вот действительно, какой урок? Мне кажется, в первой позиции каждый себя узнает. Отец. Вот видите как? С отцом связано. Цепляться, вы за него цепляетесь. Цепляйтесь, даже если вы в этом сами себе не признаетесь. Вот чтобы у вас уроков не было от жизни дальше, перестаньте цепляться за своего отца. Он для вас угроза. Он для вас угроза. Вам отец ваш, к сожалению, попался кармически очень, ну как, не знаю, как кол вбитый в вашу жизнь, да, поперек. Поперек. Это кармическая связь, она очень тяжелая. И вы как будто, правда, отрабатываете из-за вашего отца, но не за него, а перед ним. Потому что, скорее всего, в прошлых жизнях вы ему в чем-то задолжали. Вряд ли он был вашим отцом, был кем-то другим. Но это не значит, что у вас была любовь, да? Это может быть что угодно, абсолютно. Ну, не знаю, там, может, он вам сердце пожертвовал для пересадки или почку, а вы его не поблагодарили, но не таким уж способом, извините, чтобы погасить этот долг. Просто сказать спасибо и со слезами недостаточно в этой ситуации. Поэтому остается долг на следующую жизнь однозначно, да. И потом начинается трепание какое-нибудь. Может, вы его убили в прошлой жизни. Понимаете, в чем дело-то, да? То есть у вас есть сильный долг, и он у вас какой-то вредный отец. Ну, ядовитый, что ли. Вы его можете считать самым лучшим, самым замечательным. Вы цепляетесь за него. Но он для вас яд. Настоящий яд. Вам нужно отцепиться от вашего отца. Это важно прямо сейчас, потому что урок жизнь вам дает именно по поводу этого. Пока вы от него не отцепитесь, будете уроки проходить. Хорошо, карту. Видите, дьявол? Для вас ваш отец настоящий дьявол. Вам нужно срочно кармически прям отвязаться от него. Вот, допустим, у меня был такой урок в жизни. Мне нужно было погасить задолженности и связи с родителями. Что я сделала? Я назначила своими родителями Бога, что отца, что мать. И прям в медитации тщательно проработала, чтобы Бог признал меня своей дочерью. Я назвала его как отцом, так и матерью. И до сих пор так и считаю. Мои родители – это мои родители. Я никуда от них не денусь. Они являются моим истоком, моим началом. Но теперь Бог является моими родителями. То есть это все одновременно. Я от них не отказалась, я от них не отреклась, я их никуда там не выставила из своей жизни. Они у меня оба есть, оба живые, с ними все в порядке. Ну, у кого-то, кстати, они умершие, вам тоже это нужно учесть, да. И если вдруг у вас умершие родители или отец умер, это вам нужно учитывать. Но вам нужно понять, что тяжелые черные энергоканалы связи с родителями вам не нужны. Поэтому у меня остались с родителями только светлые каналы связи. Темные я все отцепила. А с Богом у меня договоренность, что Он теперь мой отец и моя мать. И вот я советую вам такое сделать, чтобы у вас не было угрозы от вашего отца, и чтобы вы перестали за него цепляться. Ну, вот такая первая позиция. Неважно, мужчина вы или женщина. А мы перейдем к позиции номер 2. Вот видите, какой интересный расклад. Давайте тут посмотрим, значит, наше яблочко из оникса. 3 вопроса из вашего подсознания и ответы на них. И первая карта, в каком аркане вы сейчас находитесь, живете. Солнце. Ура! Какая хорошая карта! Она прекрасна, я вам честно скажу, это невероятная карта счастья. Вы человек, который хочет быть счастливым, является, возможно, счастливым, у него все есть. Ну вот давайте осмотрите вокруг себя. Хватает ли вам на жизнь, да? Ну вот у вас есть еда, у вас есть крыша над головой, вам тепло.
Солнце это и есть, в принципе, ну, вот тот момент, когда человек считает, что у него все хорошо в жизни, или, по крайней мере, не хуже, чем было до этого. Вот. И, по сути, это сияние. Ну, то есть, когда человек сияет, он может быть в энергиях изобилия. Если у вас сейчас еще нет денег, они будут на пороге в скором времени. Подсолнухи в руках это точно показывают. Да и девушка сама вся цветет. Она как будто бы победила, может быть, недавно. И теперь она радуется, тихо радуется на поле, да, в окружении там зеленых растений, солнца, подсолнухов. Я считаю, что жизнь ее улучшается. И вы сейчас как раз-таки в тех энергиях, чтобы быть великолепным человеком, для многих привлекательным, и улучшаете свою жизнь. То есть вы привлекаете сейчас в свою жизнь изобилие. Вы источник изобилия, и в вашу жизнь течет изобилие. Прекрасная карта. Давайте посмотрим вопросы из вашего подсознания на сегодняшний день какие. Размешаем наши карточки, вопросы. Вселенная сама их задаст. Я думаю, что вы их поймете, и они будут правильными. Многие вообще все 3 позиции смотрят из-за этого. Потому что все вопросы здесь не повторяются никогда. Ой, извиняюсь, неправильно, не надо было пока переворачивать. Так, 3 вопроса мы сейчас вот так вот кладем. Отодвигаем 2 в сторону, порядок нарушила, да? И, обрадовалась карте Солнца. И, соответственно, берем первый вопрос. Чем вы можете побаловать себя? Чем я могу побаловать себя? Интересный вопрос, очень хороший, очень такой светлый, я бы сказала. Мне он нравится, но, может быть, вы себе не позволяете себя баловать. Поэтому вышел этот вопрос. Задумайтесь над этим. Чем я могу побаловать себя? Давайте посмотрим. Может быть, вам в последнее время не хватает именно баловства? Хорошо. Несправедливость. Так. Одиночество. Так. Но она же одна на поле сидит, правда? Женщина. Хорошо. Смотрите, вы можете считать несправедливым, что вы одинокая женщина. И этим можете побаловать себя, чтобы найти общество. Да? Это первый сразу же вариант, который бросается в глаза. Но другое тут может быть. В вашей жизни есть какая-то женщина, которая считает себя очень сильно одинокой. Вы, скорее всего, чувствуете вину перед этой женщиной, да? И чем вы можете побаловать себя? Снять с себя эту вину, конечно же. Вы же ни в чем не виноваты, что она одинока. Она сама выбрала свой путь. Она сама живет так, как она живет. И это только ее дело. Дайте каждому человеку жить так, как он хочет. Вы можете быть трижды в паре, счастливы в браке. У вас 8 детей, там, не знаю, еще что-то. Большой дом, муж, собака, что угодно. А рядом есть кто-то, у кого ничего этого нет. И, естественно, вы что начинаете делать? Испытывать чувство вины. Раскаяние, ответственность за этого человека. Чем вы можете побаловать себя? Снимайте с себя это чувство. Если вы правда одинокая женщина, вам нужно побаловать себя чьим-то обществом. И просто раскрепоститься и, наконец, дать себе общаться с людьми. И ни в коем случае не отказывайте себе в этом, а ищите общение. Ищите, несмотря ни на что. Если вы другая совершенно женщина или вообще мужчина и совсем не одинокий, да, вам срочно нужно решить вопрос с кем-то, за кого вы испытываете явную вину. Решить этот вопрос как можно? Отцепите энергоканал связи темного свойства, да? Оставьте только светлые энергии. И поймете, вот вы не виноваты в том, что человек одинок, но не виноваты вы. Вы не обязаны общаться с этим даже человеком, дружить из-за этого, понимаете? Что мы здесь видим? Карту суд мы видим. У вас есть кармическая связь с кем-то. Причем очень серьезная. Если вы одиноки, это карма. И это значит, что вы ее можете отменить, погасить, выйти из этого круга. Как это сделать? Перестать обвинять себя. Перестать думать, что это несправедливо, что вы одиноки. А лучше общаться, чем сидеть в этих энергиях несправедливости. Тем более, что у вас открыт как раз как канал изобилия. Не засоряйте его. Более того, суд означает, опять же, кармическую связь с тем, за кого вы чувствуете вину. За одинокую женщину, да, вам кажется несправедливым, что она одинока. Да даже ей наверняка не кажется так, да, а вам кажется, вы пытаетесь за этого человека все решить. Не распоряжайтесь никогда чужой судьбой, не надо никому подыскивать партнеров, не лезьте в жизнь другого человека и просто освободите себя от этого.
Это то, чем вы должны себя побаловать. Вы не можете об этом думать, однозначно, все. Трава не расти. Давайте смотрим следующий ваш вопрос. Вы должны точно себя освободить. Это 100%. Если вы правда об этом думаете, все, табу, да? Второй вопрос. Чего желает ваша душа? Хорошо. Чего желает ваша душа? Вот это очень хороший вопрос. Мне такие вопросы нравятся, да? Она мне нравится, ваша душа. Ну, видимо, правда нравится. Оговорочек таких просто так не бывает. Так, подсказки. Дом. Чего желает ваша душа? Дом. Хорошо. Ненависть. Ого. Хорошо. Мать. Ничего себе. Смотрите, у вас есть какая-то блокировка. Блокировка, связанная с вашей мамой. И, может быть, где-то в подсознании вы считаете, что ваша мама ненавидит вас. А может быть, считаете, что вы ненавидите свою мать. И вам нужно, конечно же, избавляться от этого. Ваша душа этого желает. Здесь совершенно точно есть какие-то такие чувства, и от них нужно избавляться срочно, срочно, срочно. Как это сделать? Главное не иметь идею фикс, избавиться от них, они пристанут еще сильнее. Их нужно освободить. Ну, то есть, первое, перестать давать им значение. Неважно, чувствуете ли вы, что ваша мать вас ненавидит. Неважно, чувствуете ли вы, что вы ненавидите свою мать. Вам просто это нужно наблюдать. То есть не испытывая из-за этого никакого раскаяния, не испытывая из-за этого никакого чувства вины. Не цепляйтесь за ненависть. Вам нужно просто ее наблюдать. Вот какая она. Вот есть она. Ну, есть и есть. Не придавайте значения. Попробуйте тихонько разорвать темный энергоканал связи с вашей матерью, даже если она мертва. Попробуйте аккуратно посидеть в медитации и вот пощупать, может быть, где у вас сидит. Вот в теле это ненависть или ощущение ненависти от нее, или ощущение непрощения какого-то. Если это можно представить как темный шарик, попробуйте сжечь его на пламени свечи. Или прочитать Гаятри мантру или целебную молитву для того, чтобы увидеть, как вот этот черный шарик просто сжигается. Это хорошая практика, я считаю. Дом. Чего желает ваша душа? Чтобы у вас был свой дом. Или просто жить в хорошем большом доме, красивом. Это тоже очень хорошо. Но мешает именно ненависть и мать. Видите, у вас идет десятка пентаклей. Мы опять здесь видим большой богатый дом на карте. Большой богатый дом. Почему? Тут сильная связь с родом на этой карте. Сильная связь с семьей. Вы хотите, чтобы у вас была семья в большом богатом доме. Но мешает именно ваша мать. И нет такого, чтобы она подошла к вам и начала мешать. Ну, там, веником на вас махать. Все это не купишь дом. Нет, конечно. Здесь есть именно вот эти вот чувства. Мать и ненависть. И у каждого здесь проиграется, конечно, по-разному. Но сам факт, что вам нужно вот этот иссушить энергоканал связи. Я в прошлой позиции говорила про отца, что я просто назначила Бога своими родителями. Я не говорю, что я отреклась от родителей, да, но я провела эту медитацию, чтобы убрать негативные каналы связи с родителями и назначить Бога своими родителями. А с родителями у меня все равно есть уважение, что они мой исток, что это мои родители, все равно как бы они отец и мать. Я ничего не против. Но функция моих родителей передана Богу. То есть Бог теперь является отцом и матерью в плане вот этих функций. Родители же, как сказать, с родителей же сняты обязанности, понимаете? И, естественно, это сразу же очень сильно улучшит вот это положение у вас, какого-то негатива, связанного с матерью. И вы купите свой дом, потому что ваша душа желает, чтобы у вас был свой дом. Хорошо, смотрим следующую карту. Следующий вопрос ваш из вашего подсознания. Мой бессознательный мотив. Ваш бессознательный мотив. Хорошо, ваш бессознательный мотив. Какой он у вас есть вообще, в принципе, да? Давайте глянем. Ваш бессознательный мотив. Демид храпит, как лошадь. Я извиняюсь. Ваш бессознательный мотив. Подсказки. Бессилие. Бессилие. Осознание. Вы осознаете свое бессилие бессознательно, да? Обман.
Вы считаете, что вы подсознательно осознаете свое бессилие, но часто обманываете себя из-за того, что, мол, на самом деле вы сильны. У вас в подсознании есть такой мотив, чтобы избавиться от бессилия. Вот. И избавиться, может быть, от обмана в вашей жизни. Ну, вы от кого-то чувствуете постоянный обман, ненавидите обман, боитесь обмана. Соответственно, вы понимаете, что каждый человек понемножечку в жизни врет, вот так могу сказать. И, соответственно, вы чувствуете бессилие, чтобы убрать у всех людей осознание вот этого, то, что он может врать. Но мы не можем исправить всех людей окружающих. Окружающие люди — это внешние обстоятельства. Мы можем лишь поменять наше отношение к обману. Ведь вы тоже иногда обманываете. Вы тоже иногда ощущаете в этом потребность, когда это, ну, вам кажется необходимым. Мы здесь видим рыцаря мечей. Это черный ангел. Это ангел возмездия. Вы считаете, что любой обман должен быть наказан. Ваш обман или чей-то еще. Такого нет, конечно. Все люди чего-то когда-то обманывают. Нельзя всех наказать. Вы очень хотите наказать. У вас есть бессознательный мотив наказания. Наказание, ну, вы чувствуете бессилие, когда вы видите обман от любимых людей. Вы чувствуете, что вы никогда не избавите их от потребности обманывать. И вам от этого плохо. И вы это осознаете даже головой. Вы знаете, что у вас на слово «обман» очень сильная завязка. У меня тоже такое было, кстати. Вы знаете, вот приходишь на почту, тебя там обсчитали. Думаешь, блин, такое чувство гнева. Ну как ты могла меня обсчитать, да? В магазин приходишь, обсчитали. Там на 10 рублей, да, на 50 рублей. Думаешь, ну как же так? Ну почему ты так делаешь? Зачем? Что тобой руководит? Неужели ты себя меняешь на 50 рублей? За что? И вот так везде, пока ты не начинаешь анализировать свою жизнь. Ну, то есть, иногда мы настолько оправдываем себя, что даже не замечаем, когда мы врем. Ну, вот это, например, потребность, когда вы пошли в магазин и забыли купить туалетную бумагу. Приходите домой, а все домашние на вас накинулись. Как тебе не стыдно? Почему ты не купила туалетную бумагу? Что вы делаете? Врете, оправдываетесь. Кто-то скажет, да, я забыл. Но и не во всех случаях. Иногда настолько страшно, что ты говоришь, ее там не было. Я бы обязательно купила, ее там не было. Что ты сделала? Наврала. Наврала, почему бы тебе также не получить ангела возмездия, как другим людям, которые тебя обсчитали в магазине на 50 рублей? Почему бы тебе не настучать себе по башке так же, как ты настучал таксисту, да? Все. И вот вам с этим нужно разобраться. Прям взять и разобраться с вашим бессознательным мотивом наказания обмана. Когда тебе врут, видите ли, нам нужен ангел возмездия. Когда ты врешь, ну, погладим себя по головке и скажем, ну, значит, так надо было. Так ему, блин, тоже надо было. Ну, поймите вы это. Ну, вот такая позиция у нас номер 2. А мы перейдем дальше, к позиции номер 3. Позиция номер 3. 3 вопроса из вашего подсознания и ответы на них. Так, и первая карта у нас – это аркан, в котором вы сейчас живете. Это у нас, ой, какая красивая, это, по-моему, Фрейя, или как она называется. В общем, это королева Пентаклей, но это прекрасная карта. Она вообще, если вы мужчина, она говорит, что вы живете под защитой ангела-женщины. Или, может быть, женского божества. И вам в жизни должно сейчас идти изобилие, энергия изобилия, богатства и счастья, стабилизация. Или вас просто любит женщина какая-то, ну очень хорошая. Если вы женщина, то вы ведьма Земли или Фрея, или еще как-то. И, соответственно, вы открыли канал материальных благ. И вы прекрасные, вы украшаете себя, вы взращиваете свою красоту, вы умеете заботиться о других людях, вы умеете быть приятной, слушателем, человеком, который является матерью для всех окружающих, для всей природы, для всей Земли. И у вас есть, скорее всего, какие-то способности, экстрасенсорные способности, таланты, которые вы сейчас собираетесь развивать, дары.
Соответственно, вы находитесь в энергиях большого счастья. И на пороге у вас опять же денежное прибавление. Интересно, интересно. Карты сегодня прям такие, прям потрясающие выпадают. Соответственно, когда мы видим такие карты на позициях, мы понимаем, что все, кто смотрит расклад, они находятся в благословляющих энергиях ангелов, да. Хорошо, давайте посмотрим 3 вопроса из вашего подсознания. 3 вопроса из вашего подсознания. Вот так вот, да. 3 вопроса из вашего подсознания. Первый вопрос. Эти 2 я убираю в сторону, да. Первый вопрос. Что на самом деле происходит в вашей жизни? Интересный вопрос. Что на самом деле происходит? Может, вы задаетесь этим вопросом по поводу какого-то дела, да, по поводу кого-то, чего-то, пытаетесь разобраться в ситуации и так далее. Может быть, просто в жизни, что происходит на самом деле. Давайте смотреть подсказки. Семья. Тупик. Ну да, у нас королева Пентаклей может быть жена и мать. Принятие. Смотрите, у вас идет ситуация в жизни или в каком-то вопросе, который сейчас у вас стоит главным, что на самом деле происходит. И выпали именно семья, в которой есть некий тупик, и нужно принять это положение, нужно принять то, что в каждой семье бывают отношения заходят в тупик, или какие-то семейные вопросы заходят в тупик. Иногда мы заходим в тупик в отношениях с родителями, иногда с мужем, с женой, иногда с детьми. И, соответственно, в вашей семье сейчас есть некий тупик. Если вы его примете, этот тупик сразу же разрешится. И разрешатся все вопросы, которые, извиняюсь, возможно, трудно решаемы для вас. Хорошо, посмотрим карту. Мы здесь видим Иерофанта, который якобы беса из кого-то изгоняет, да? Ну, что могу сказать? Здесь достаточно, может быть, сходить к какому-то специалисту и попытаться разобраться в ситуации. К семейному психологу, к детскому психологу. Или даже, может быть, сводить кого-то из ваших стариков к психологам, потому что старики тоже нуждаются в психологической помощи. Может, у вас с стариками проблема, да? С бабушками, с дедушками, с мамами, папами и так далее. В любом случае, здесь карта показывает некого специалиста, который может разрешить этот вопрос. Это первое. И второе, сама по себе религиозная молитва. Вообще, когда человек молится о разрешении ситуации, ситуация чаще всего решается. Но первое, что вы должны сделать, это просто принять ситуацию такой, какая она есть. То есть признаться, да, я в тупике в этой ситуации, и да, я принимаю ее такой, какая она есть, потому что вдруг вы ее не осознаете. Что вообще зашли в этот тупик? И из-за этого, конечно, вам нужно понять, что на самом деле происходит, и принять это. Вот такой ответ на первый вопрос. Давайте идем дальше. Какой второй вопрос из вашего подсознания? Что я чувствую? Интересный вопрос. Очень мне нравятся такие вопросы. Что я чувствую? Хорошо, давайте посмотрим. Подсказка. Боль. Вы чувствуете боль. Хорошо, дальше. Игра. И апатия. Хорошо. Вы понимаете, что вам сейчас из-за чего-то в жизни больно. И вы понимаете, что кто-то с вами как будто бы играет. У вас из-за этого появляется апатия. Что такое апатия? Нежелание, что бы то ни было делать, предпринимать, развиваться, идти вперед. Хотя вы цветущее существо, да, и находитесь в энергиях цветения, энергиях природы, радости и счастья, изобилия. Но вы не желаете пока идти вперед, просто потому что чувствуете некую боль. Вы чувствуете чужую игру, подвох, понимаете? В этом вся проблема. Мы здесь видим 8 кубков. Она показывает, что вы откуда-то хотите уйти. Вам надоела боль, вам надоела чья-то игра. Это вызывает апатию, а в 8 кубков апатия – это основное слово. Когда мы живем, у нас всего вроде бы в жизни хватает, но мы чувствуем, что мы не на своем месте находимся. Вот вы сейчас не чувствуете себя на своем месте, несмотря даже на то, что вы стремитесь к развитию, стремитесь к тому, чтобы жить лучше. У вас есть это внутреннее стремление, а внешне вы стоите на месте. Да? Вы очень хотите жить счастливо, но из-за того, что вам больно, вы тормознулись.
И 8 кубков четко показывает: бросай свое изобилие, 8 кубков, и все, что у тебя наработано, и иди. Может, вас на работе обидели, в каком-то коллективе, поэтому боль, да? Начальник играл с вами. Может, вы дома обиделись на кого-то. Например, муж вас обманывал, как вы считаете, играл на ваших чувствах. Может быть, еще что-то. Но вам нужно встать и пойти тогда, искать свое счастье. Не сидите на месте, потому что энергии изобилия могут истощаться, особенно когда есть боль. Боль – это блокирующий фактор, а апатия, вызванная болью, тем более. Хорошо, смотрим следующий вопрос. Следующий вопрос из вашего подсознания, какой тут выпал. Как еще я могу удовлетворить свои потребности? А потребности есть у каждого из нас, естественно. Как еще вы можете удовлетворить ваши потребности? Давайте посмотрим. Подсказка. Секс. Видимо, не хватает этой энергии, да? Искушение. Искушение для вас всегда в этом плане есть. Обида. У вас есть обида на сексуального партнера. Обида на то, что вас не признают сексуальным объектом. Обида на отсутствие секса. Соответственно, как еще вы можете удовлетворить свои потребности? Поддаться некому искушению на секс. Да, у каждого из нас есть такие искушения. И иногда нужно на них поддаваться, раз этого требует ситуация. Мы здесь видим 5 жезлов. Некоторое сборище людей. Это сборище спорит друг с другом. Но опять же, это сборище по интересам. Вы не обязаны с кем-то заниматься сексом на стороне, сразу же говорю по раскладу. Тут другое. Вам нужно пообщаться с потенциальными партнерами, людьми, которые вызывают в вас некий сексуальный интерес. Вам не нужно ни с кем заниматься сексом. Вы должны войти в некое новое общество. Просто пообщаться с людьми, которые привлекательны для вас. Это не обязывает вас ни к каким отношениям, это не обязывает вас поддаться искушению. Это просто развлечение для вас, чтобы вы поняли, насколько вы привлекательны, насколько вы можете быть сексуальны, любимы, интересны другим людям. Если вы только начнете входить в такое общество, сразу же начнется сильное улучшение во всех сферах вашей жизни, в том числе, если даже у вас тупик есть в браке или на работе. У вас есть сексуальный блок, обида, связанная с сексом. Естественно, чтобы избавиться от нее, нужно пообщаться с людьми таким образом, чтобы самоутвердиться, чтобы увидеть, что вы привлекательны, по крайней мере. Ну вот такой ответ вам дали карты на 3-й ваш подсознательный вопрос. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал и лайф, а также канал Школа Таро Альвиены, канал гадания, заговоры, ритуалы Карина. И надеюсь, что вы напишите отзыв на этот ролик. Всем пока и до новых встреч.